В День славянской письменности и культуры в Национальной библиотеке Чувашии состоялось торжественное открытие документально-художественной выставки «Долгий свет просвещения». Она посвящена 175-летию со дня рождения Ивана Яковлева. Символично, что в этот день вице-спикеру Госсовета Чувашии, члену фракции «Единая Россия» Виктору Горбунову вручили сертификат, чтобы поддержать детей Донбасса. Сотрудники Национальной библиотеки собрали 40 тысяч рублей и купили 250 экземпляров книг для детей из Донбасса. Поручение председателя Государственного совета Чувашской республики Леонида Ильича Черкесова мы с главой города Чебоксар Евгением Николаевичем Кадышевым выезжали в рамках соглашения, подписанного между правительством Чувашской республики и правительством Донецкой Народной республики, города Торез. И, конечно же, мы встречались и в объектах социального назначения. Мы обсуждали многие вопросы. И один из насущных вопросов, который касался, что нам нужно, скажем, на территории Донецкой республики и других республик, которые в соответствии с референдумом вошли сегодня в состав Российской Федерации, обеспечить и насытить, в первую очередь, молодежь книгами нашей русской классики Пушкина, Достоевского, Есенина и многих других, на которых воспитывалось наше поколение. В самое ближайшее время мы планируем снова выехать на те территории, и, один из элементов, кроме гуманитарной помощи, мы, наверное, возьмем книги. Педагогическая, просветительская и миссионерская деятельность Ивана Яковлева раскрыта в завещании чувашскому народу. На выставке представили многочисленные варианты чувашских букварей, подготовленные и изданные Иваном Яковлевым с 1872 по 1919 годы. Копии рукописей завещаний на чувашском и русском языках из фонда Российской государственной библиотеки. Мы впервые на этой выставке для широкой общественности показываем рукописи духовного завещания чувашскому народу. Благодаря сыну Алексею удалось сохранить рукописи. Есть машинописная рукопись, есть рукописи на русском языке, 3 редакции духовного завещания чувашскому народу. Они сохранились благодаря Российской государственной библиотеке, ранее она называлась библиотека имени Ленина. Они сохранились, и мы сейчас сделали копии вместе с коллегами, электронные копии, они их нам прислали, и впервые их здесь демонстрируем. Концепция выставки выстроена вокруг завещания чувашскому народу. В этом кодексе жизни, богатейшем источнике духовной культуры, сформулированы актуальные в наши дни идеи. Сближение и объединение Чувашии с русским народом для обеспечения единства и целостности страны, формирования межнационального согласия, дружбы народов, воспитания любви к родному краю и отечеству. Надежда Морозова, Юлия Адикова, Борис Андреев, Республика.